Каблыгашка Птушкина зовут. Я выпускница этого университета, когда-то был институт. И вот на 4-м этаже кафедры общегигиены я здесь отработала 10 лет. Потом меня пригласили в Алмату, и я сейчас нахожусь в каждом минуте. Я заведующий кафедрой гигиены и медицины труда, коммунальной гигиены, гигиены детей и подростков. Значит, на протяжении нескольких лет, уже с 2011 года, как это же следующий, да, вот сюда. На компьютер. Значит, на протяжении нескольких лет, с 2012 года, наш университет выиграл несколько грантов по программе, вот вы первый видите, это по программе Tempus. Следующий буду по ходу рассказывать. Сразу хочу сказать, что в связи с тем, что я выпускница этого института, и это наш, по-старому я называю это МИ, значит, сотрудники вашего университета тоже принимают участие в 2 наших проектах. Я лично пригласила. Вот. Я хочу представить до моего дальше доклада главного координатора по Центральной Азии и Казахстану, Денеша Стурбаевича Жусупова, благодаря кому эти проекты у нас, в общем-то, выиграли. И вот сейчас приехал к вам читать на кафедре общественных откровений, да, визитным профессором, и много лет мы работаем большой командой. Туда входят наши, значит, следующие, покажи, вот первый, значит, это Tempus, это наша команда, значит, западных партнеров, и Денеша Стурбаевич, и там вот рядом стоит, это бывший наш проректор по науке, Каракушекова, остальные вот наши, не все здесь, больше их. Значит, из Казахстана вот 4 указано университета, значит, организации, это 2 университета, наш Казанлы и Баш, и гигиена труда по заболеванию, и МПО наш был. Это по, значит, Темпусу. Мы этот проект закончили. Следующий слайд. Значит, мы его закончили в 2015 году. Вот, основные цели проекта. Значит, развитие потенциала высших учебных заведений в области образования, научных исследований, инноваций. Ну, вот эти вот, я не буду перечислять, почитать. Дальше, задачи проекта. Ну, главное здесь, на что мы должны были, чем мы должны были заняться, это разработка программ PG в области гигиены труда и окружающей среды. И у нас 2, значит, докторанта прошли стажировку в Милане, это страна, университет, координатор по западных партнеров. Они у нас в 2 проектах координаторы. Значит, дальше. Вот, система обеспечения качества и так далее. В общем, короче говоря, здесь мы разрабатываем программы или модернизируем существующие программы PG. Здесь не бакалавриат, значит, только PG. Значит, в рамках этой программы дальше, ну, вклады европейских партнеров, понятно. Значит, здесь принимали участие вот университет Тарту, Милан и Швеция. Да, конечно, я не забыла. А дальше в следующих проектах мы, значит, покажем других партнеров. Значит, в рамках этого проекта был создан Центр инноваций в образовании исследований в области гигиены труда, окружающей среды. Вот это наш центр, вот он там оборудован. Мы не все могли показать дальше. Вот. И в рамках программы выполнен был проект научного обоснования вот, комплексного решения социально-гигиенических и медицинских проблем здоровья сельского населения Республики Казахстан, финансированием было 60 миллионов тенге. Хочу сказать, что выполнение этой программы принимала большая команда западных партнеров наших. Они принимали участие в выполнении этой научной программы, приезжали и проводили исследования, работали с нашими докторантами и так далее. Ну, результаты на базе вот европейских
университета мы прошли подготовленные в эти 4 ППС. Это в течение месяца мы проходили тренинги, значит, на базе университета Милан. Здесь это Эстония. Мы все не смогли, вам все фотографии. Дальше, значит, Милан, потом Эстония, Тарту и Швеция, Гетеборг. Ну, вот это модернизация программы PhD докторатуры. Но это все продолжается еще дальше. Теперь следующий проект, который мы выиграли, вот 15 октября 2016 года, заканчивается 19. Здесь финансирование немножечко меньше, 74, там было у нас 60. Вот туториал. Это укрепление сотрудничества, уже продолжение той программы. Те же, значит, партнеры западные, только здесь у нас сменился вместо Швеции Германия добавилась, да? Германия добавилась, и Голландия еще. Голландия мы еще не показали. Вот, это сейчас только начался этот проект, он, значит, дальше какие цели, задачи. Партнеры, вот, значит, вот эти вот организации, и Центральная Азия добавились и Индия. Вот я в прошлом проекте не отметила, что кроме Казахстана, значит, принимает участие, значит, Кыргызстан и Таджикистан. А в этом проекте мы еще, значит, подключили Индию. Это не Центральная Азия. Ну, здесь укрепление. Дальше вот, продолжаем тот же проект. И здесь речь идет о модернизации уже существующих программ магистерских и PhD. Еще мы продолжаем усовершенствовать. Мы сейчас разрабатываем ну, вот эти вот элективы и так далее, и модернизации, и, возможно, кое-какие изменения согласно, значит, тем научным, согласно установке наших западных партнеров. Вот, мы недавно прошли, вот в этом году уже прошли опять тренинг, значит, в Милане, в Италии, потом в Германии, в техническом университете, и в Эстонии. Значит, здесь какая особенность? Здесь ставится акцент на то, чтобы мы сейчас организовываем электронных лабораторий для дистанционного обучения. Значит, на базе всех этих наших центров, которые уже ранее были организованы, сейчас мы закупаем оборудование и, значит, для того, чтобы для электронного обучения, значит, да, для дистанционного обучения магистров, вот, докторантов и так далее. Но здесь еще мы можем использовать для бакалавра тоже в будущем, мы думаем. Дальше. Ну, он только начался. Вот сейчас пройдем вот, мониторинг. Мы уже прошли мониторинг, несмотря на то, что только начали. Потом прошел интенсивный курс. И по тому проекту, и в этом заложено специальное, значит, финансирование для того, чтобы мы провели обучение английскому языку. Да, на выходе B1, на выходе B2. Вот. И мы провели большой конкурс наших сотрудников, не только гигиенисты, принимали участие и медицисты. И мы пригласили преподавателей, они прошли интенсивный курс обучения. Дальше. Вот еще выставку мы прошли недавно. Уже не успели мы этот проект начать, уже пришлось в выставке участвовать. Это вот посол Евросоюза в Казахстане, вот со мной рядом который стоит, вот там мы с Артемой. И вот рядом с ним стоит, если кто знает, наш национальный координатор, знаете, да, Жиза Даунсаксона. Это мы прошли вот. Так, это вот недавно мы прошли уже тренинги на базе опять Тарту. Это вот в Берлине, где нас обучали, как проводить дистанционное обучение. Дальше. Ну, модернизируется существующая программа магистра, как я уже сказала. И теперь третий проект. Вот в этих двух проектах, еще раз повторюсь, ваш университет принимает участие. Это Бахтияр Серик, потом, ну, вот гигиенисты ваши, и общественное здравоохранение, Савлера Хиджанна, уже в двух проектах участвует. Третий проект, это по мобилити. По мобилити здесь мы принимаем только с Денисом Скрипаевичем. Значит, приезжал к Инстату, только с университетом Тарту. И приезжал, фотографию не успела его поставить, он провел у нас, значит, занятия,
коэффициент профессор, мастер-классы, чтение лекций канцлеру. И я была, я вот читаю лекции, вот такие, что я читаю. Вот, я проводила в течение 10 дней в университете Тарту, лекции читала. Вот, это вот мои партнеры из Эстонии, уже в 3-м проекте они. Тут только старт. И по, значит, решению Еврокомиссии университет Тарту оплачивает полностью, так сказать, наши движения мобильные, да, вот это все. Наш университет не оплачивает. Извините, у вас одновременно. Все, я закончила. Если есть какие-то вопросы, конечно, многое, как говорил предыдущий, многое можно сказать, но увы, если есть вопросы, вот, я хочу всем пожелать успеха и сказать, пока Кирилл будет читать лекции 10 дней, воспользуйтесь, пройдите у него консультацию, как писать проекты и статьи симпатваторов. Я не успела сказать, что у нас несколько, естественно, выходов статьи симпатваторов, не нулевые, достаточно высокие. И сейчас в перспективе мы планируем дальнейшее, так сказать, принимать участие. Да, пожалуйста. На входе была интермедиат B1 и на выходе B2. Это результаты Miles или это внутреннее? Это не IELTS. Да. Их устраивают, они нам ставили эти условия, мы выполняли все условия. Если нет вопросов, спасибо большое.